Здравствуйте, дорогие наши друзья! В эти выходные мы дружной командой ездили на одну из наших передержек, чтобы проведать наших подопечных. И сейчас мы вам расскажем и покажем, как мы здорово провели с ними время. Погода, к сожалению, была не очень хорошая, но это нам не помешало погулять со всеми нашими подопечными. У многих из них сейчас период интенсивной линьки после зимних морозов. Конечно же, мы постарались их повычесывать, насколько это было возможно. Ну до чего парень сладкий, а? Ой, ну ладно, садись, подожди, дай сниму. Да, что такое? Что такое? Нет, мы не ругаемся, мы молодцы. Мы не ругаемся. Хороший мальчик. Скажи, я да. Я очень, скажу, хороший, добрый, ласковый. Да. Еще там. О, сколько еще собирается с тебя. Вон сколько аж. Ой, такая шуба у тебя. Да, шуба. Да? Сегодня, скажу, всех почесали. Да, и тебя тоже. А еще мы смогли уже поближе пообщаться с нашими новенькими. В Москву у нас прилетели уже все трое наших барагонских спасенышей. Это Арчи, Айна и Норд. Айна, ты хорошая собака. Ой, ты умничка. Ты умничка. В горошек, ага, да, такой прикольный, действительно, в горошек. Такие крапинки. А не было видно, это сейчас вот у нее прям шерсть стала такая хорошая, шелковистая. Да, красотка. Да. У нас персональный груминг приехал на выезде. Красавчику. Где красавчик? А где красавчик? Голубоглазый. Норд. Также в Москве у нас уже Бучик, это наш пес-невидимка. И новенький, брошенный куратором, назвали мы его Сноу. Всех вновь прибывших мы тоже постарались привести в порядок, насколько это было возможно. Потому что Норд ужасно весь сваленный, в колтунах, но сейчас ему уже будет полегче. Обработали всех от клещей. В дальнейшем в плане у нас обязательное посещение ветклиники, чтобы сдать анализы на общую биохимию, обязательно на дирофилариоз. И если все будет благополучно, если нас допустят врачи, значит дальше кастрации и стерилизации. Затем пиарные фотосессии и, конечно же, поиск дома. Истории многих из них трогают до глубины души. Прошлая жизнь у них была полна испытаний. Но, несмотря ни на что, они сохранили в себе безграничную доброту, ласку и невероятную человекоориентированность. Многие из них пережили предательство, прошли через боль и страх. Их путь был долгим и наполнен борьбой за выживание. Но именно эти трудности закалили их характер, сделали сильнее и мудрее. Они научились ценить каждый добрый жест, каждое ласковое слово, каждую минуту, проведенную рядом с человеком. Несмотря на все пережитое, они не озлобились. Наоборот, они по-прежнему любят и доверяют человеку. Может быть, кто-то из них приглянется именно вам. Если вы готовы принять участие в спасении чьей-то жизни, пишите мне в личные сообщения, и я добавлю вас в группу постоянных финансовых помощников.
От вашей активности, от вашего участия напрямую зависит спасение новых жизней. Чем быстрее кто-то из наших подопечных обретет дом, тем больше нуждающихся мы сможем еще спасти. А если вы захотите присоединиться к нам в поездке на передержку, пишите. Мы будем очень рады видеть вас в нашей команде. И наши хвостики будут безумно счастливы с вами пообщаться. Друзья, только с вашей помощью и участием мы сможем продолжать спасать бездомных якутят. Сейчас очень непростое время, но мы верим, что вместе мы справимся. Каждая спасенная жизнь — это победа. Победа добра над равнодушием, надежды над отчаянием. И эта победа возможна только благодаря вам. Давайте все вместе подарим этим якутятам счастливое будущее.